Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 3-0 во втором матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Москве. Шайбы забросили Константин Акулов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов. Армейцы повели в серии до 4 побед со счетом 2-0. На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь», московская «Динамо» и петербургский «СКА». Омский клуб выбил из борьбы казанский «Акбарс», казахстанский «Борис» и уфимский «Салават Юлаев. Следующая встреча финальной серии пройдет в подмосковной Балашихе 17 апреля. Голкипер петербургского «СКА» Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов согласовали трехлетние контракты новичков с клубом НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс. Об этом сообщает ТАСС. Соглашения могут быть подписаны после 30 апреля, когда истекут действующие контракты игроков с нынешними клубами. 23-летний Шестеркин в текущем сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых одержал 24 победы, отразив 95,3% бросков. Кравцов в текущем сезоне провел 54 матча, в которых забросил 8 шайб и сделал 15 результативных передач. Хоккеист юниорской сборной России Василий Подколзин занял второе место среди европейских игроков в рейтинге предстоящего драфта новичков Национальной хоккейной лиги. Всего в число 50 лучших европейских игроков вошли 17 российских хоккеистов. Подколзин провел в КХЛ 3 встречи в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. В рамках ВХЛ нападающий, выступая за СКА Нева, сыграл 14 матчей, забросив 2 шайбы и сделав 3 ассиста. В составе СКА 1946 защитник принял участие в 12 играх МХЛ, отметившись 8 очками. Драфт НХЛ пройдет с 21 по 22 июня в Ванкувере. Баскетбольный клуб ЦСКА этой ночью проведет первый матч плей-офф в Евролиге против испанской «Басконии». Армейцы в регулярном чемпионате финишировали на второй позиции, поэтому они имеют преимущество своей площадки в предстоящей серии. Первые 2 игры пройдут в Москве, следующие в Витории. Если потребуется 5-я встреча, то она состоится в российской столице. Несмотря на то, что «Баскония» завершила регулярный чемпионат лишь на 7-м месте, с армейцами в этом сезоне у испанцев равенство личных встреч. Футболисты мадридского «Реала» сыграли в ничью со счетом 1-1 с Леганесом в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании. В составе сливочных мяч забил Карим Бензема. У хозяев поля результативный удар нанес Хонатан Сильва. В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 3-е место. В активе мадридского клуба 61 очко. Леганес поднялся на 11-е место, набрав 41 очко. В следующем матче «Реал» примет «Атлетик» 21 апреля. Леганес в этот же день в гостях сыграет с «Вильярреалом». Алданские каратисты выходят на мировую арену. Они примут участие в соревнованиях по карате до Кёкушинкай, которые пройдут в Японии. Сегодня 5 спортсменов вместе с тренером вылетают в страну восходящего солнца, чтобы представить Якутию и Россию, возложена на сильнейших ребят. Подробнее в материале наших коллег. Сегодня алданские каратисты летят в Японию. Навыки боевого искусства на татами они продемонстрируют на соревнованиях по карате до Киокушинкай. Базовой техникой приемов и тактикой бросков ребята померятся с каратистами на мировой арене. Мы отобрали самых лучших наших спортсменов, которые вот сейчас у нас заняли на России призовые места. Они у нас прошли по отбору, по рейтингу. Ребята также являются призерами дальневосточных турниров, всероссийских, международных турниров. И это первые номера Республики Саха-Якутия. Карате до Киокушинкай у мальчишек и девчонок пользуется популярностью. Сегодня в Алданской федерации карате порядка 80 ребят. Секция была образована в 2013 году. Сравнительно недолгая деятельность наполнена огромным количеством достижений. В этом году у нас прошли отборы, то есть это были республиканские соревнования, потом дальневосточные соревнования, потом был международный турнир, где вот ребята приняли участие, и первенство России, последний турнир. Везде ребята показали хорошие результаты. Особо ценными победы делают условия функционирования секции, точнее их отсутствие. Спортзала карате в Алдане нет. Процесс самосовершенствования проходил в круговороте спортивно-образовательных учреждений. В последнее время каратист тренируется в цокольном этаже жилого дома. Вопрос с помещением решился временно. Карате совершенствует прежде всего силу духа, и это помогает тренеру и его подопечным не утрачивать оптимизма. Татьяна Вахнина, Сергей Шапачев, Александр Лукин, Алдан. Это были новости спорта. Всего доброго.